Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Lazy King. Семен Тарбахов со мной, как обычно, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. Сказал на одном выдохе. И сегодня к нам в гости пришел строитель, блогер и актер Сарел Кириллин. Сарел, приветствую, познакомься с Семеном. Спасибо, что принял наше приглашение прийти к нам на передачу. Я смотрю, ты очень много чего ты принес. Да. Что будешь готовить, чем будешь нас угощать? Во-первых, здравствуйте еще раз. У нас здесь на горячее будет рис с овощами. На гарнир у нас будут креветки с медовым соусом. На гарнир прямо, так. Ну, два блюда. Мы любим кушать много. Салат с семгой с апельсинами. Аж 3 блюда. 3 блюда. Круто. Но я слышал, что вы с Семеном что-то до передачи обсуждали. Я думаю, вы, надеюсь, успеете все приготовить. Давайте быстро начинать. Да, с чего начинаем? Что в первую очередь делаем? Мы пожарим овощи. Добавим туда рис. Обжарим их. Ну, то есть, то, что больше всего готовится, за него и начинаем. Да, от него и салат у нас получается легкая такая вариация. Да, ну, Семен, короче, будет тебе помогать. Да. Итак, непосредственно про то, чем занимаешься. Ты строитель, занимаешься строительством металлоконструкций. Гаражей, ангаров и все прочее. Как ты пришел к этому, и говорят, что у тебя вообще там семейный подряд. Да, можно назвать даже так. Семейный подряд, уже там как бы клановость некая присутствует. Расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришел. В строительстве металлоконструкции я пришел, наверное, лет 5 назад. Так. Лет 5 назад. Я до этого работал в Корее больше года. Я действительно думал, что ты кореец, шутка. И надо было здесь работать, зарабатывать. Ага. И вдруг позвал построить забор, металлический забор. Так. Мы построили забор. Построили забор одному хорошему человеку, и там же мы построили автосервис. И рядышком тоже построили один сервис, и пошло-поехало. Ну, то есть ты начал этим заниматься, скажем так, чуть ли не с кондачка? Можно сказать даже так. Да. Ага. Тогда я был обычным слесарем, резал трубы. Потом я перешел на сварщика. Потом я перешел на монтажника, монтировать сэндвич-панели, автоматические соответственно, ворота. ты стал и проектировщиком. Потом проектировщиком. Так. Ну, то есть у тебя нету профессионального образования, я так полагаю? Да. Или есть все-таки? Вообще у меня, то есть как ты строитель? Вообще у меня образование менеджмент, управление организацией. Вау. Ну, ты бы сейчас предприниматель, да? Да. Да. Ну, то есть это конкретно помогает. Мы уже включаем это? Да, можно включать. Так, разогреваем пока сковородку. Так. И вот как по сей день уже как бы мощно развиваемся, работаем, много чего узнаем и идем дальше. А в бригаде, получается, у меня в команде 2 младших брата. 2 младших брата, один сварщик, другой у нас прораб. Человека, на которого я могу положиться. Ну да. Прораб — это же практически самое главное, именно на стройке. На которого я уверен. И с нами еще старший брат, дядя можно назвать. Очень благодарен ему, то, что он сейчас с нами. Он многое делает для нас, обучает молодое поколение, показывает, рассказывает, делится своим опытом. По-моему, огонь чуть-чуть тише сделать, то у нас, не дай бог, сгорит все, да? Слушай, ты говоришь, что 5 лет назад начал заниматься тем, что ты занимаешься, но я знаю, что ты последние 2 года уже сам по себе. Да. Да, то есть ты, скажем так, от человека, который приходит с 9 до 6 работать, перешел разряд предпринимателей, которые сказали: нет, я с сегодняшнего дня буду делать сам. Были какие-то трудности, какие-то решения? Вообще, как тебе это решение? Надо добавить растительного масла. Масло? Да, чтобы сливочное не стало гореть. Надо чуть-чуть его смешивать. Разбавим? Да, потому что сливочное масло здесь перестоит у нас, оно начнет темнеть. И потом горчить. А этому нам не надо.
Итак, про вопрос. Когда ты начинал, как ты начал, когда вот именно свою деятельность, когда ты решил, я пойду отдельно, я пойду своим путем. Ну, надо было развиваться, надо было идти вперед. Но многие так не думают, согласись. Люди готовы приходить на работу с 9 до 6, а потом спокойно идти домой. Надо было выходить из зоны комфорта. В один прекрасный день это осенило меня. Ага. И результат, получается, ты начинаешь больше зарабатывать, много узнавать, развиваться. Я бы сказал, ключевое не больше зарабатывать, может быть и даже и меньше. Потому что не всех получается, к сожалению, опыт предпринимательства. Потому что были такие случаи, когда люди идут предприниматели, потом говорят, все-таки это не мое, потому что, да, действительно, это очень тяжело. По большому счету, человек уже оркестр должен быть, да? А в твоем случае, как ты справлялся? Ну, я делал и шел вперед. Делал, шел вперед. Конечно, были трудности раньше, и они сейчас есть. И они сейчас есть. Ну, Какие основные трудности? на данном этапе это бумажные дела, бумажная волокита. Волокита, да, потому что Раньше было акты, счета, фактуры, вовремя сдать все, договора заключить и все прочее, да, видимо? Ага. рабочая сила. Вот сейчас такое время пошло, что работать никто не хочет. Все хотят быстрых, легких денег. А ты своим опытом доказываешь, что, ребята, давайте работать, зато гарантированно ты... Да, им показываю, рассказываю, обучаю вместе с ними. И Ты можешь быть примером, который сейчас же у нас слоган такой есть: молодежь производства. да. Да. Ну, можно назвать даже так, то, что в каком-то плане какая-то мотивация есть для молодежи, чтобы они вот видели, как сказать, ну не знаю, там многое что. Ну вот я считаю, что ты уже практически опытный человек, да? 5 лет этим занимаешься. Вот. А ты, скажем так, идешь в ногу со временем, прославился тем, что, ну, скажем так, не очень традиционная подача материала и вот маркетинг у тебя такой быстрый в соцсетях. Как ты к этому пришел? Что это вообще такое? Ну, Одно дело просто снимать ролики, говорить, что вот мы красавчики, строим гаражи, ангары. А тут раз и ролики набирают миллионные просмотры некоторые. получается, я начал снимать вообще, да, откуда это все пошло. Да, откуда пошло, да. 5 лет тоже назад я начал снимать. Тоже сейчас, вот как сейчас все снимают, показываю, рассказываю. Просто хотел показать свою работу, свою красивую, интересную работу. Вообще, чем я занимаюсь. Но на сегодняшний день она переросла уже на что-то на другом уровне, на что-то другое. Может, помогает так бренду подниматься? Да. Да? Скорее всего, так. Так. Наверняка помнишь первый ролик. О чем был? О работе мы Как тогда строили забор, забор строили. И, ну, обычное было, там, обычно не как сейчас, без всяких переходов, без всяких эффектов, просмотров мало. Но она осталась как на память. Ну, конечно, да, да. Одно из любимых твоих будет, да? Это получается, да, рис, один из самых моих любимых блюд. Там что еще добавляешь? Сейчас все. И соевый соус, соль, перец? Нет, еще нет, да? соль, перец уже добавили. Соевый соус, это мы добавим его к креветкам. Это будет отдельный соус. А как с готовкой вообще? Готовлю я метко, Ну, редко. но редко. Так. Метко, но Есть редко. коронное блюдо такое? На казане. Да? Плов, жаркое. Как бы мы, строители, больше времени находимся на улице. Ну вот, я вот как раз таки хотел Мы спросить. находимся на улице, и у нас целая команда, И допустим. нужно много и сытно. Грубо говоря, в котелке большое количество. И желательно, за ней, и желательно быстро, видимо. И желательно, чтобы было вкусно. Да, желательно вкусно, да. Ну, сытно, самое главное, потому что, да, человек на природе, на открытом воздухе всегда же хочет много кушать. Аппетит просыпается, тем более вы физическим трудом занимаетесь. Да. Да, тяжелым физическим трудом.
Как говорится, кто работает, тот ест. Да, ну это работает как есть, да. А как как приходит идеи вот создания роликов? А, Потому что все-таки, да, действительно очень некоторые ролики, вот последние я смотрел, они очень красивые, они так затрагивают, думаешь, хочется их пересматривать, да, ну что-то такое где-то в голове остается, что что-то ты не глядел, думаешь, ну что хотелось им сказать, чуть ли не так. Потому что это не похоже на прямую рекламу. У нас в моих роликах нет вообще рекламы. Она скрытая Прямой, реклама. да, скрытая реклама скрытая есть, да, но реклама все равно, есть. говорят же, реклама это любое упоминание о тебе, кроме некролога, это реклама. Да. Ну да. Не, ну это в шутку так говорили, да, но в любом случае это реклама, да, но такой прямой рекламы нету, нет там призыва «идите к нам, мы вот красавчики, которые строят гаражи и ангары». Такого нету, да. Но Такого вот нету. Как рождается идея, где ее черпаешь вдохновение, скажем так? Черпаю вдохновение у зарубежья. У зарубежья, откуда-то, если я нахожусь на объекте, там она сама зарождается, услышав музыку какую-нибудь. Но в среднем 50 на 50 идет копипаст. Копирую других и вставляю под свое, получается, ремесло. Под свой лад настраиваю. И это получается смешно. Да, это получается... Потому что под моду, вроде как, где строители, вроде как брутальные ребята, а тут мода и все прочее, там какие-то мировые бренды, пахнет немножко то, что мы называли метросексуальностью. Можно даже назвать так. Да? Ну, это интересно. Это интересно, да, но это Развлекательно. затрагивает, да, это думаешь, ну, что такое, кто такие вообще? Потому что Лирический первые ролики, которые у Любопытно. меня... Это салат. Нет, это салат. Давай. А сейчас просто... А сейчас, получается, у нас будет соус. Петр, можно вилку? Ой, это- вилку? Нет, венчик. Венчик? Да. Или вилку? Или венчик? Ну, первые ролики, которые я твои посмотрел, ну, там я вообще не понял, что ребята строят эти, потому что подумал, это какие-то постановочные актеры, что-то там они изображают. Ну, реально, на первый взгляд, реально такое впечатление складывается. Так же? Ну, кстати, да, про актеров это мы затронули. Сначала, конечно, было очень трудно заставить ребят вместе сниматься. Да, потому что, ну, не каждый согласится, Не особенно каждый люди согласится. в возрасте, они, скорее всего, говорили, зачем это нужно, я не хочу светиться, вот, и все прочее. Но Как ты боролся с такими моментами? сейчас ребята сами предлагают идеи, Перец. сценарий. Допустим, после работы домой приходят и отправляют, давайте вот это снимем. Ну, то есть Давайте уже вот как бы так вот. вовлечены некоторые. Да, уже. Это процесс, уже да? интересно. Ага. Это уже интересно. И я потом начинаю думать, получается, у меня дофамин уже есть, да? Да. За счет этого видео я получаю обратную связь. Да. И тут начинаю понимать, какой дофамин могут получать ребята? Что за стремление у них есть так снимать? Так, Что ими движет, да, на что самом ими деле, движет. да. Потом я понимаю то, что человек, который ни разу там не знакомился с девушкой, допустим, да, сейчас уже ему пишут, они общаются. Ну как бы скован был, Да. да? Ну, потому что, да, скромный, На улице, излишний. на улице их узнают, общаются. Даже. Ты рождаешь еще и своего рода звезд. Потихоньку. Да, потихоньку Может быть, можно. да. Ну а чем черт не шутит? Кто-то раскрывает свои таланты, вроде актера. И то, что мы часто говорим, да, сегодня даже упомянули, выход из зоны комфорта. Да, выход из зоны комфорта. Это, наверное, можно убрать и уже креветку. Так, Так, это мы, куда мы это положим? давайте мы сюда Семен. его положим. Семен, сюда, да? положим? Да. Так, и... Рис у нас готов. Здесь у нас уже Я почему-то пойдут перец схватил, креветки. держи. Так, Перец сюда я схватил, зачем-то так. Давайте мы добавим сюда сливочного масла. А ты думал о том, что Растительное масло добавим. растительное масло добавить? А тут почти что не осталось. Нам нужно чуть-чуть. Хватит, да? Хватит. ага. Думал о том, что твои ролики помогают поднять работает. Престиж рабочих профессий. Как бы это ни громко не звучало. Ну, 100% я уверен, то, что они есть интерес. Людям уже интересно. Вот пишут то, что никогда там не занимались, не увлекались, неинтересно там, им ничего не надо строить, но они смотрят. Им очень интересно, любопытно, как это все происходит. И еще есть есть одно такое, то, что я, допустим, в прошлом году набирал ребят к себе
Так, бригаду. себе, да, бригаду. Новых. Но очень мало человек хотело прийти работать. Не хотели они работать. А сейчас уже по-другому. Люди пишут, но у нас вакансии пока закрыты. Ну то есть благодаря роликам Да, благодаря роликам. многие хотят попасть в твою бригаду. Да. И стоит очередь утром. Ты выходишь за ворота и говоришь ты, и трое заходят. Шутка. Во времена Великой депрессии. А? Как во времена Великой депрессии. Нет, реально так же было. Потому что одно дело, когда есть спрос, да, а другое дело, ну, что-то схожее, да? Или... Да, что-то можно даже сказать так. Да, да. Но Вот тебя я беру, а вот вас попрошу остаться. чуть-чуть еще добавим. Меда чуть-чуть добавим. Да. Можно сказать даже так. Но набора сейчас нету, вакансии пока закрыто, но это пока. Я думаю, в следующем году у нас будут Ну вакансии да, открытые. учитывая, что ваша работа, ну, в основном сезонная же, да? Да. Ну, вообще зимой, ну, варить тяжело, ну, и вообще на морозе минус 60 особенно не разгуляешься. Тяжело, но семью кормить надо. Из-за этого семью кормить надо, работать надо. Ага, Тяжело, но мы работаем. ага. Получается, Сколько в проще. бригаде народа работает? На данный момент 12 человек. 12 человек. человек. Да, это достаточно такой большой коллектив. Получается, мы в прошлом году работали до декабря, до Нового года, и с 3 января вышли. Уже? Уже А, работать. ну, то есть практически сезонности нету. Да, но февраль месяц отдыхали. Как бы можно сказать, отпуск. Небольшой отпуск взяли, да? Небольшой отпуск. Все соглашаются в роликах сниматься? Нет, не все. Да, ну, скорее... Есть старое поколение, которые Которые- не хотят там прыгать, бегать, это как бы не для них, не для молодежи. А молодежь практически все снимается. Красиво одеваетесь. Это, кстати, вот эти одежды, которые вы прямо в работе ходите, либо это специально для роликов, там Не-не-не. костюм одеваете или Это что такое? специально, это рабочая одежда. Рабочая одежда, это ну то есть рабочая- вы так и ходите? Так мы ходим, так мы и работаем. Типа такие, перерыв, пошли ролик снимать, ну условно так, да? Ну, у нас все люди думают так, то, что мы там не работаем, а снимаем. На самом деле Балдубина это эти не, да, как будто, но на самом деле это не так. У нас получается, как составляется четкий план. Да, я, допустим, подготавливаю сценарий, если он у меня есть, сценарий подготавливаю, или благодаря ребят вместе это все Вот собираем. мы пришли к созданию ролика, да, я хотел вопрос этот задать, да, рассказывай. Вот давайте пришли к этому. Как И вообще вот, создается? Мгм. Потом идет рабочий процесс с утра. Кто что будет заниматься, ставим план работы на сегодняшний день, получается. И у нас остается время в день. После выполнения плана часа 2-3 есть. И мы вот эти вот 2-3 часа уделяем видеосъемке. Созданию очередного ролика. Да. Она уходит там 2-3 часа и идет монтаж. Монтирую я либо на Всё объекте, сам. либо дома. Все сам тоже делаю. Все сам делаешь? Всё сам. Ну то есть, опять же, к этому пришлось учиться где-то так. Получается, я самоучка. Ну а вот я про это и говорю, да. Самоучка. Я вот сам тоже у зарубежья смотрел, как люди это все делают. Тоже пробовал. Методом, наверное, Проб и ошибок. да, проб и Ну, ошибок. потому что, да, сейчас же очень много обучающих видео, как создать тот или иной эффект, чтобы Да, сейчас красивые склейки очень получились. Потому что мир движется в этом направлении, что да, мы все больше и больше и больше, все больше интересного хочется. Клиповый монтаж, клиповое мышление, как говорится, от этого никуда не деться. Слушай, вот про актерство мы упомянули. Ты снимался, вот фильм у нас вышел, вот да, ну вот во время съемок мы говорим, да, вот, когда будет передача выходить, фильм уже вышел, в фильме «Триумф», про триумф наших величайших спортсменов, да, ты там уже снимался. И вообще у тебя за спиной, сколько ты говорил, 8 фильмов? 7, ну вот фильмов. 8. Да, это 8. Это 8, да. Как ты к этому пришел? Опять же, выход из зоны комфорта, либо это осознанная какая-то такая деятельность была? Ну, Что это очень интересный случай. Это, конечно, случай очень интересный. Очень интересный, как я вообще попал в кино, да, как строитель. Так. Как строитель мог попасть в кино. Да-да-да. Это шанс можно назвать, наверное, из 1001 или из один из миллиона миллиона, один. да. А одному человеку мы строили гараж, и оставался последний пункт, это автоматический ворот установить. В это время, когда мы устанавливали автоматические ворота, был человек, электрик, Так. занимался, Его ударило током? Шутка, нет. он занимался прокладкой Ага, кабелей. кабелей. Так. У меня там что-то не получалось, У меня тогда еще были кучерявые длинные волосы, Так. весь грязный.
весь сердитый, и стоял там, что-то там ругался. Ага, Смотрю на него, и он на меня смотрит. Потом я, это что такое? На него смотрю, он на меня смотрит и молчит. Потом, под конец рабочего дня, Немая сцена. да, немая сцена. вот Напряженная эта, немая сцена. И потом под конец дня он подходит и говорит: а не хочешь ты в кино сняться? Вдруг? И вдруг такой, я такой, как так? А что, так можно было, что ли? А ты кто вообще? Да? Потом я сказал: я подумаю. Потом, А кто он оказался? а он режиссер Никита Новгородов. Это мой первый фильм «Хапхан», который вышел. Ага. Я вот там снимался. Я играл тогда в роль палача. Это правая рука бандита, который пальцы, уши режет и Ой. забирает долги. Ага. Бандит. Да. А он что там делал? А он помогал другу. Ага. У него, допустим, вторая Ну, профессия. то есть, вот как говорится, вот. это, да, действительно, воля случая. Да, вот. Ну, случай. часто же говорят сейчас, в последнее время, случайности не случайны. Вот, вот. Так. А ты сразу сказал да или как? Я подумал, я тогда боялся камер. Очень сильно боялся камер. Я вот смотрю камеру и забываю вообще, как меня зовут, откуда я и Текст. так далее. Ага. И я решил посмотреть страху в глаза, прыгнуть в это туда. Согласился, сказал, Да, то, кстати, что да. я пойду. Я не я, если да, не сделаю. Да. Так. Я хочу сниматься, посмотреть, как это все происходит. Тогда я еще увлекался видеосъемками. Мне было очень интересно, как они ставят свет, откуда берут Ну, вообще весь кадр, производственный этот цикл, да. опыт. Да, Ага. хотел впитать этот опыт. И мне очень понравилось вообще, как снимают кино изнутри. Это очень интересно, это очень любопытно. Это очень много людей там работает за кадрами. И очень тяжелый труд. Это очень Нудный. тяжелый, очень нудный, очень тяжелый труд, когда там целая команда из 30-40 человек прыгают, бегают и, можно сказать, творят историю. Да, долгие месяцы снимают, а потом получается 1,5 часа всего-то. Да, Да, да. долго-долго-долго И- мучаются, рожают, годами некоторые снимают. И вот я снялся в этом фильме, Ага. очень понравилось. Потом уже начали поступать предложения. Можно сказать, посыпались предложения, учитывая то, что уже 8 фильмов. Или как? Да, можно сказать так. Это не считая тех, которые я отказался. Ага, вот, тем более. По работе я не успевал, из этого я отказывался. В этом году, получается, я отказался от 3 фильмов. Были роли, но я не смог совместить их с работой. В этом году, да. Но вот учитывая то, что съемки вот фильма «Триумф», который вот на экраны вышел, съемки были в прошлом году, да? Как Да. на эту роль ты попал? О, это, по-моему, специально. Получается, мне позвонили, сказали подойти в Приходи. «Триумф». Да, подходи в «Триумф». У нас для вас есть роль. Так. Для вас есть роль. И кого ты сыграл? Я тогда сыграл, сказали, как открыл дверь, Михаил Лукачевский, это режиссер фильма, сказал: Юджи Такада. Юджи Такой, это кто такой? Борец, олимпийский чемпион, японец. Ага. Будешь выполнять роль. А я борьбой-то не Как бы- занимался, как бы не- да. как бы не это, да? И вот сказали, вот в течение 2 месяцев будем делать из тебя борца. Так. Одели трико. Одели трико, трико мне подходило. А, почему-то да? подходило, Почему-то, да. да. И вот были очень тяжело, был упорный труд. Уши почему не поломались? За 2 месяца не смогли сломать. Не смогли, да? смогли, да. Терли, а канвас не получилось, да? Да, не Ага. получилось. Ну, я знаю, что подготовка к съемкам, да, такая принципиальная была. Вот ты говоришь, 2 месяца занимались, Так, актерское давайте мы- мастерство, да? Вы проходили. Как вообще подготовка к съемкам была? Получается, у нас была, как сборы, можно сказать. Один день у нас была борьба, вольная борьба. У нас для этого были специальные тренера. Второй день у нас была качалка. У нас должна была быть физическое Ну да, хорошее рельеф, тело, рельеф такой конечно. должен быть. И, Что за борец с животиком? Ага. вот, и актерское мастерство. Мгм. И 4-й день это кардио. Мы бегали на улице, бегали. Ну, для всё общего лёгкое, тонуса. да, Общего тонуса. Ага. И так каждый день в течение 2 месяцев. Это были сборы.
Ну, практически как профессиональные спортсмены. Вы, да? Можно даже назвать так. И специальное питание, наверное, да? Специальное питание. У нас был тренер, который следил за питанием, чтобы мы ничего лишнего не ели. Ну да, да, да. Чтобы они Сушились немножко. да, высчитывал всю вот эту вот калории, белки, углеводы. И очень было интересно. Чувствовали себя спортсменами в каких-то Как-то сборах. вот такое воодушевление, да, некое, Да. наверное, входило. Слушай, а по жизни ты следишь за питанием? Ну, я смотрю, просто ты в форме или просто с того осталось? Или У держишь? нас, так мы же строители, у нас всегда каждый день физическая нагрузка. Мы прыгаем, бегаем, поднимаем, таскаем. И Тяжести все время в форме. всегда все время в форме. Ну, то есть, а специально за питанием следишь? Сейчас, Нет. потому что у всех говорят, там, ПП, вот это надо, вот это вредно. В твоем случае как? Нет, Или пока молодой не следишь? пока молодой не слежу, наверное. Ага. Так, потом Так, потом... огурцы, вот апельсины. Да, да. апельсины. Семен, расскажите, пожалуйста, что у нас происходит. Да, Вот, ну ну, вот получается, мы с Арылом до начала первое горячее мы съемок, приготовили, до второе... съемок мы уже все обсудили. Ага. Наш салат, он получается вот такой, идет на общую тарелку, где мы добавляем лист салата, огурец, рыба, апельсин. В принципе, эти продукты может позволить себе каждый. И мы вот так начинаем его выкладывать. Мы уже это обсудили. Легкий ППшный салат Такой, получается. да. Ну да, можно назвать так. Я все время про это говорю. ПП да ПП. Ну, видимо, вы молодые, я еще нет. Точнее, уже нет. Поэтому приходится все время ПП да ПП. И что ты говорил, Семен? Апельсинки и рыбу, Апельсин, красная рыба. Эту рыбу, кстати, можно, в принципе, заменить нашей северной. Если вы хотите приготовить как-то на праздничный стол, если вы это приметите к себе, как говорится, в заметочке, добавляем немножко моцареллы и вот так выкладываем нашу рыбу. Так. И крабовые палочки, да? Или шутка? Нет, это Да, сыр, это сыр моцарелла. моцарелла. Да, я прикалываюсь, я знаю. Так, ну все, будет тогда мы салат. сейчас уже пойдем за сервировку, да? Да, сейчас, Так, сервировку сейчас мы будем. куда-то добавляем сюда, да? Да, сюда. Сверху. Берем моцареллу и вот так хаотично Что-то было выкладываем. еще здесь, нет? Ага. И Кедровый бальзамикой. орех, да? Во-во-во-во-во. Обильно бальзамикой. Как в ресторане. Так, этот салат, получается, я, допустим, готовлю первый раз. Вообще? Благодаря, да. Семену, да. ну, благодаря Семену я готовлю. Я его ел в одних ресторанах Якутска, но его, к сожалению, почему-то убрали с меню. Так. И вот решил повторить, Воссоздать. воссоздать. ну, Я думаю, я думаю, прекрасно получилось. Благодаря Семену мы, по-моему, добились Того самого, того самого эффекта, да. вкуса. Теперь Да, надо но мы будет находимся в попробовать. ресторане Lazy King, да, ты Да, можешь давайте сейчас уже скажем так. приступать к рису. Вот эти, вот эти. Да, да, да. Итак, друзья, мы на финишной прямой, у нас салат сервирован уже, и сейчас мы беремся за горячее, да? Да, у нас Я вижу, рис. что ты хочешь специальным каким-то образом его навести Можете взять красоту. Такие же вот две тарелки, да? Да, да, заранее. да, 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 да. Я понял, что ты хочешь сделать. Мы сейчас Я, сделаем я почти формочку. уверен, я почти уверен, что это получится очень красиво. Вот так в сторонку уберем. Вот, Ко достаточно. мне. Не надо вот прижать. Еще, наверное. Вот так и Вот брыкс, таким да? легким движением. Да. Туда мы добавляем креветочки. Не, наверное, лучше сразу этот рис там и там разложить. Давайте Сразу Разложить, на- да, на и 3 порции. подготовить. сразу на 3 порции подготовим. У меня в одной руке ложка, в другой вилка. Я уже готов. Уже готовы, да? Я уже готов, да, потому что я предвкушаю, что очень вкусно. Выглядит очень аппетитно. А потому что- пахнет-то. Да, Еще пахнет. чуть-чуть добавить.
вообще мастерски очень получается. Вот, как будто не раз это делал. Жене только не показывайте, а то заставит готовить. Да? А ты так умел, что ли? Да? Подожди, это ты? Да? Почему ты мне не рассказал, что ты участвовал в кулинарном Дома я проекте? вот говорил по поводу Очень- готовки. очень редко на Дома месте. я очень редко готовлю, потому что я почти весь день на работе с утра до вечера. Очень редко бывает дома. Если надо, то это что-то быстрое просто, да, наверное? Да. У меня в последнее время все друзья, пусть у нас готовит Цепандин, он же повар. А я говорю, я не повар, я ведущий кулинарный проект. Говорят, ну ты же умеешь. Да. Ты же, говорит, ученик Тарбахова, говорят. Насмотрелся, наверное. да? Насмотрелся, говорит, уже научился. Ты же, говорит, ученик Тарбахова. Все, отлично. Вот, да. Так, давайте мы сюда Шикардосина. добавим. Так, вот это, наверное, Петр, давайте в сторонку. Давай, это мы уже, нам не надо, мы это убираем. Так, Достаточно. Семен, держи вилку. Спасибо. Сорел, себе вилка. Благодарю. Ну и салат будет у нас общий. Да. У этого салата есть история. Еще одна история, давай. Кроме А, того, что я из одного просто- ресторана убрали его. Какая-то еще и другая история есть. На этом месте остановимся. На этом становимся. Хорошо. Сейчас наша главная задача, чтобы твоя супруга не увидела Да? эту передачу. Видите, немножко. Так. И зеленью просить, да? Да, 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 да. Нормально. Ну, я думаю, в принципе, для зрителя вышло неплохо. Так, сняли, да? Сняли, да. А, Ну что ж, друзья, давайте пробовать. приятного аппетита нам. Да. Давайте пробовать, что у нас получилось. Я первым делом хочу взять. Приятного аппетита вам. Да. Вот так и вот так. Салатик. Очень сладкая вышла креветка. Салат бомба. Сорел. И креветка. Да, и салат надо попробовать. Карамелизированная, с гарниром. Крыса. Сорел. Я думаю, вышло неплохо. Действительно, очень метко. Да, здорово. Как говорится, когда видно, что у человека руки из правильного места растут. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. И в конце нашей передачи у нас такая традиционная рубрика. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших людей. Готовьте для души и от души. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях строитель, блогер, актер Сорел Кириллин. Сорел, еще раз спасибо большое, успехов, Спасибо, Сарел. творческих Вам спасибо. успехов в работе, чтобы твой бизнес процветал и чтобы твои, скажем, цели достигались, мечты сбывались. А я Петр Цепандин, Семен Тарбахов. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы всегда. Просто. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.